Слово представляется главе администрации Чеченской Республики Кадырову Ахмаду Абдулхамидовичу. Баркал, спасибо. Уважаемый Мурат Магомедович, уважаемые дорогие братья ингуши, гости и присутствующие на этой церемонии. Мне обычно, может быть, как младшему или же не знаю как, достается слово после таких лидеров, ораторов, которые могут говорить так красиво и складно, что я всегда волнуюсь, как бы не ошибиться. Но я думаю, сегодня мне простят, потому что я считаю, Ингушетия, Чечня – это одно целое. Нам делить было нечего, мы жили вместе, и я надеюсь, что мы будем жить вместе дальше. Уважаемый Мурат Магомедович, сегодня мы отмечаем, празднуем день официального вступления законно избранного президента Республики Ингушетия. И это выбор, который сделал ингушский народ, чеченским народом, было воспринято с радостью. Мы наблюдали за выборами, которые проходили в Ингушетии. И я могу сказать, что симпатия была отдана Мурату Зиядзигову не от того, что те кандидаты, которые шли с ним на выборы, что они менее достойны на этот пост, но нам понравилась манера проведения предвыборной кампании Зиядзигова Мурата. Поэтому симпатия была отдана, и надеюсь, все мы, которые сегодня нуждаемся в любой помощи, я не имею в виду материальной, а моральной, что мы получим эту братскую помощь во главе и в лице президента Ингушетии Мурата Магомедовича Зиядзигова. Северный Кавказ, да и Кавказ весь, он это целый единый дом. Не зря она выбрана нашими недругами из-за рубежа, которые сумели разделить нас и сумели стравить народы против народов, брат против брата. Сегодня то, что случается в Дагестане, и то, что мы каждый день наблюдаем в Чечне происходящее, да не только Чечня и Дагестан, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, да и везде, во всей России, где компактно проживают мусульмане, сумели они внести свою заразу, где, значит, на почве религии сумели разделить мусульманский умма всего России. Почему это произошло, я не буду винить нас. Это мы жили под такой лапой, что мы не могли учиться, и чтобы было преподавание и процветание ислама. А тот вакуум, который, значит, был пустым, когда уже в сфере преобразования демократии, когда нам было все дозволено, значит, учиться, выезжать на учебу, вот этот вот вакуум пустой они заполнили своими эмиссарами и своими большими деньгами. Нам надо всем вместе объединиться, иначе происходящее в одном регионе, она эхом отзывается в другой, особенно на Северном Кавказе. Мы связаны не только братскими узами, но и по жизни. Мы должны быть вместе. Я надеюсь, с приходом нового президента Ингушетии отношения, те, которые, к сожалению, немного охладились у нас за последние 2,5 года от начала второй кампании, что они возобновятся, и мы восстановим те братские отношения, которые у нас есть и будут. Это единственные две национальности, ингуши и чеченцы, которые имеют один язык, одну веру, одну традицию, одни обычаи, все, что есть у человека, у нас общее. Поэтому мы никогда не делили, мы называемся войнахами. Мы не говорили чеченцы и ингуши, мы назывались войнахами. Так пусть вот это вот название восторжествуется с приходом к власти Ингушетии. Я от всей души поздравляю вас на этот очень ответственный, в тяжелое время, оно очень тяжелое в Ингушетии, я знаю, но народ вам доверил, и я надеюсь, что вы оправдаете это доверие. Сюда мы приехали, очень большой коллектив делегации. Очень многие были желающие. Ну, я не ошибусь, если я скажу, до 300 человек нас сюда приехало сегодня, чтобы вас поздравить. Конечно, если всех запустили бы, в зал не поместились бы, но в зале присутствуют члены правительства, мои заместители, Совбез, МВД, так что это говорится о том, что мы с радостью приняли ваше избрание. Я вас от души поздравляю. Дал эту боль Харжинович, президент, Галай Махке, дал вой бар цак боль, дал цак дуэль. Мы привезли подарок. Этот подарок я считаю дорогим, потому что она сегодня производится в Чечне.
Люди, которые не бывают в Чечне, только слышат, значит, с телеэкрана, думают, что чеченцы умеют только убивать и расстреливать. И последняя передача, которую провел Леонтьев, это было прямо оскорбление чеченского народа. Если вот такие программы тоже будут звучать с телеэкранов центральных телевидений, мы никогда не объединимся. Поэтому это вот производство производится сегодня в Чечне. И поэтому этот подарок мне дорогой. Я желаю Мураду, чтобы он имел всегда чуткость и зрелость от орла. Это символ горца. Здесь прозвучало, что какой-то период был, отношения охладели. Никогда эти отношения не охладеют. Это братский народ. И поэтому сегодня я хочу от имени народа Ингушетии поблагодарить Ахмед Хаджи, делегацию, которая сегодня приходит здесь. А там то, что кто-то говорит в средствах массовой информации, на это не надо обращать внимание. Видимо, им за это платят, чтобы они говорили именно так. А то, что народ всегда был, есть и будет трудолюбивый народ, мирный, который соскучился по работе, соскучился по порядку. Мы сегодня являемся свидетелями тому. И сегодня я немножко такой незапланированное выступление. И сегодня то, что делает федеральный центр вместе с руководством Чеченской Республики, мы чувствуем сегодня тот позитив. И Ингушская Республика, руководство Ингушской Республики будет всеми доступными формами оказывать помощь Чеченской Республике, как и всем остальным субъектам федерации.